Үтүө күнүнэн бүгүн бу биллери тахар быппыт Ольга Будышевскаяны кэлэҥин баһаалста бу биолог күннээҕэ халыкка тухата тугуй төһө биологу сиэхтээхпити уонна биолог диэн тугуй бу биһиҕэ күнээнаада доо биһи ханнык астанаһыа олоробутуй уонна маннык биологи үчүгэй састааттаа биолог ханна баары киһи булуун höптөө уонна Осынан бу киһи ологон устата биолога тиибэп була туох буолай аһалыгар хуох буллаҕына. Эти вопростага бартыгар бүгүн биһиэхэ Ольга эппиэттие уонна опутун үллэстие, билитин үллэстие диэнэрэнэбит, уонна киниэхэ микрофону туттарабыт. Привет, Тарен. Так, ну мы договорились, что у нас будет в формате беседы, по-хорошему, да? Поэтому, Александра, Юлия, если я буду спрашивать, хатан микрофон не просто лекция сейчас, а мы в формате диалога. Так. Видимо, не постараемся. Хорошо. Тогда у меня самый первый вопрос, Юль, пока не отключилась, да? Вот зачем, как считаешь, зачем нам вообще, вот сейчас многие говорят про белок, почему нам нужен белок? Можешь коротко вот сказать? Может быть, люди знают уже. Белок – это строительный материал, это для энергии. Все, расходимся. Можно. Да? И белок – строительный материал. Все, дальше можно уже ничего не рассказывать. Совершенно верно, Юля. Правда? Мы можем разойтись, да, на первой минуте. Правильно. Почему белок – строительный материал? Все просто. Мы белковые организмы. У меня сейчас никаких слайдов, никаких лекций, только вот читайте тот самый, то, что я читала, учила, знаю, да, и это все у меня, вот эта нужная информация, старайтесь ее в голове у себя откладывать. Сейчас мы с вами поговорим, возможно, обычно вот когда вот в таких беседах или если в формате лекции, очень мало у нас остается в голове, ну, 5-7% может быть, а еще если там отвлекаешься, и того меньше, да. Поэтому самую важную, нужную информацию старайтесь ее запоминать как навык. Итак, белок – строительный материал. Совершенно верно. Мы начались всего лишь с 2 клеток, да, белковых, между прочим, яйцеклетка и сперматозоид, когда встречаются, получаемся мы. Потом происходит что? Деление клеток происходит после этого. А почему мы называемся белок? Потому что внутри каждой клетки, давайте вот так я примерно, ну, допустим, вот это наша клетка, а внутри клетки у нас есть ядро, а внутри ядра у нас там есть ДНК, вот этот хромосомный состав. Это все белок. Вот эти вот ниточки, вот эти наши ДНК, это все белок. Поэтому, ну, как ни крути, мы это белок вообще. Поэтому сейчас проблема вот этого белкового голодания серьезно идет вообще на всем земном шаре. Это серьезно так, действительно так. И когда нам не хватает белка, клетки должны делиться по-хорошему. Да? Вот когда человек родился, и вот в первые месяцы, в первые недели, часы они начинают активно делиться. Одна клетка рождает другую клетку. Я вам сейчас попробую показать картинку, чтобы было наглядно понятно. Угу. Так. Транслировать экран. Начать. Нергиана, Анна Хобастур. Угу. Вы транслируете экран где-то. Так, секундочку. Сейчас. Ой, назад. Немножко вот так подвину. Подвинем. Угу.
Эрдит, ты не приблизила, прошу прощения, эти свои. Мгм. То есть получается, что мы построены из клеток, соответственно, каждая клетка это белок, да, в каждой клетке белок, и мы с едой должны получать еду, чтобы эти новые клетки выстраивать, да, и от того, какого качества еду мы съели, будет зависеть от этого качества нашей клетки. Когда ребенок родился, материнское молоко – это идеальная еда для того, чтобы клетки делились хорошо, да? Оно имеет стопроцентную усвояемость, материнское молоко, вот белок в составе материнского молока – это все стопроцентно усвояемый продукт для новорожденных детей. А потом, если вдруг нет молока у ребенка, тогда чем кормят детей? Адаптированными смесями, да, разными там, нутрилак, я уже забыла, детей маленьких у меня уже почти 20 лет нет, младшей дочке 19, старшей уже 26. Поэтому на тот момент я помню, кормили наном, когда я своих дочек, когда молоко заканчивалось, нан был. Смотрите, и вот наши клетки, они обновляются не только, когда мы развиваемся внутри своей матери, да, но и во взрослом состоянии деление клеток происходит вообще, это ежедневный процесс. Вот вы сидите сейчас на работе, я сижу здесь и вещаю, вы меня слушаете, там Паша, тут у меня спит собака, и у нас у всех происходят вот эти самые процессы, колоссальные процессы, целая фабрика внутри нас происходит. Но мы про это не думаем. Почему? Потому что мы не видим этого процесса, правильно? И мы очень часто к этому относимся совершенно легко и равнодушно. Ну мало ли кто там что сказал. А на самом деле, вот смотрите на эту картинку. Кости скелета, оказывается, обновляются в течение 10 лет. Казалось бы, кости, да, они тоже, там тоже клетки, они обновляются. Кишечник у нас обновляется в течение 15 лет. Мышцы в течение 15 лет. Даже мышцы сердца обновляются в течение 20 лет. Мозг, гиппокамп здесь у нас в течение 1 дня. Желудок за 5 дней. Эпителий желудка, да. Самый простой пример. Если мы что-то горячее съели, выпили, у нас получается ожог языка или ожог неба, и это страшно неприятное чувство. Потом, в зависимости от тяжести этого ожога, иногда через час, там, иногда через несколько часов, это все проходит. То есть обновление эпителия происходит. Или мы порезались, то же самое. Там быстро вот эти наши клеточки начинают все восстанавливать. Клетки крови восстанавливаются в течение 4-5 месяцев. Печень восстанавливается за год. Удивительно, да? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Кожа восстанавливается в течение 10-30 дней. Поэтому, когда мы берем какие-то комплексные уходы, то мы можем увидеть результат уже в течение месяца, например. Дальше. Давайте посмотрим. Вот она самая клетка, да? И вот когда у нас организм начинает, у нас вообще, мы вообще удивительные организмы. Прямо вот человек может сам себя восстанавливать, если так подумать, если правильно хорошее питание получать. И но человек восстанавливается в том случае, то есть наши клетки, если они получают вот из школьной программы, да, 20 аминокислот, это цепь ДНК, да, 20 аминокислот, из них 9 незаменимых, то есть их вообще ничем нельзя заменить. А 20 аминокислот у нас, тут еще добавочно 10 витаминов, 12 минералов, то есть 10 минералов, 12 витаминов, по которым дефицит обычно существует, да, еще ферменты и полиненасыщенная жирная кислота, это у нас омега-3. И вот если у нас этого не поступает, то с клетками что происходит? Смотрите сюда. Сейчас я вам скажу, да,
вот если вот где взять эти 20 аминокислот? Это 20 аминокислот у нас в животном белке полностью есть. Животный белок, то есть когда мы едим мясо, неважно какое, да, там все 20 аминокислот. Если мы переходим на веганское питание, сейчас очень популярно движение веганов, когда они белок берут только из растительной пищи, но там нет 20 аминокислот, поэтому ученые сейчас очень сильно спорят, насколько это полезно или не полезно. Но мое личное мое личное мнение, что не полезно быть веганом. Смотрите, есть вегетарианцы, которые могут себе позволить, например, яйцо, они не едят просто чисто мясо, да, а вот яйцо, молоко, это все им можно есть, там творог. А веганы, которые вообще в принципе ни в каком виде не едят животный белок. Вот это уже печально. И вот смотрите, когда у нас не поступает в наш организм достаточное количество вот этих аминокислот, из которых 9 незаменимые, то клетка, вот я специально показала, да, там клетки, они каждый день у нас клетки обновляются, то клетка рождает следующие, клетки делятся, и даже во взрослом состоянии, даже у пожилых людей они делятся клетки. Так вот, была клетка здоровая, если она недополучила качественный белок, то она родит ущербную клетку, нездоровую. И вот эта нездоровая клетка, она же тоже должна дальше делиться. Она уже в принципе не сможет дать полноценное как бы деление дать, да? Из-за этого возникают заболевания разные. Поэтому вот эта Ольга Николаевна Григорян, когда сюда приезжала, сотрудник Института питания Российской академии наук, и вот она сказала, знаете что? Что если вы сегодня чем-то заболели, да, если есть какая-то болезнь у человека, то это результат вашего питания за последние 15 лет. Вот что-то там возникло, там проблема с желудком, я не знаю, с чем еще, может быть, ну, это практически 80%, это даже не наследственность, это даже ничего этого, а это именно результат питания нашего, понимаете? Мы есть то, что мы едим, и поэтому белок имеет важнейшую роль в нашем самочувствии. Поступление достаточного количества белка имеет важнейшую роль в нашем самочувствии. Договорились? И вот смотрите, потом, когда слайды закончатся, у меня еще парочка, а мы с вами уже будем разговаривать. Смотрите, сколько нам нужно полноценного белка на ежедневной основе, да? Ну, примерно в среднем 1 грамм там, да, для взрослых вот 0,8 грамм, да, средняя норма для взрослых, ну, около 1 грамма на 1 килограмм веса. Если мы спортом не занимаемся, вот я, значит, обычный человек, 0,8 граммов. Мой вес на сегодня, например, 67 килограмм, я умножаю на 0,8 грамм, то есть мне нужно в день 54 грамма чистого белка. Можем ли мы это посчитать? Где 54 грамма чистого белка находится, да? Ну, можно погуглить там, сколько белка в курином яйце. По-моему, 8. Давайте быстро посмотрим, кто мне поможет. В одном курином яйце сколько белка в курином яйце. Сейчас я наберу. Так, давайте. Кырдьык биһиги биологу сиирдэ уллахпынахас грамм хииппит соттааппыт буллаанньа. Да, и мы будем сидеть такие считать каждый день. Да? Хорогор ахары Как вы- хиирбит буолуо, хорогор хити хиэбэппит буолуо. Ага. В среднем в одном яйце весом 50 грамм содержится 6 граммов протеина. Ну вот я примерно сказала 8, да, где-то вот близко к этому. И вот представьте, чтобы мне получить все вот эти 20 аминокислот, сколько мне нужно съесть вот этого белка. Если я сказала мне 54, я делю, ладно, ну, на 6 я разделю, мне нужно съесть 9 яиц. Айка, я столько не переварю, например, да? Поэтому мы берем белок из разных источников. Мясо я тоже не смогу съесть большого, много. Давайте посмотрим, сколько в говядине белка, сколько белка в говядине. В
Надо было вообще мне эту таблицу, я ее просто рядом не это Где иник не таблицу держала. надо идти? Нет, она есть везде, просто ее нужно было Мгм. рядом поставить. 26 А, граммов. В 100 грамм, в 100 граммах говядины 26 граммов, то есть 200 грамм говядины в принципе. Но мы тогда говорили, это сотруднику Института питания, да, кандидату медицинских наук, врач-нутрициолог Ольга Николаевна Григорян, можете ее погуглить даже. И она сказала, я говорю, ну мы тут мясо едим навалом. Она говорит, ну знаю, как вы мясо тут едите, Дир. Вместе с мясом вы хорошенько, очень много жира к вам поступает, Дир. Вы не едите диетическое мясо, ну, в чистом виде. Вы едите красное, тяжелое мясо. Ну что делать? Наши предки так питались, и мы так едим. Но тем не менее, все равно белковое голодание, как бы оно у всех присутствует, да. Для спортсменов надо вдвое больше. А самое главное, для пожилых людей надо побольше белка, видите, да? И для того, есть, когда мы начинаем снижать вес, я не говорю никогда слово худеть, мы не худеем, мы снижаем вес, то имейте в виду, что белок, то есть жир сгорает в топке белка. То есть для того, чтобы снизить вес, надо белка еще побольше кушать. И он тогда жир будет растоплять. Понятно, да? Дайте обратную связь. Я вас вообще не вижу, я только слайды вижу и экран. Я вас не вижу. Ага, и, Мы ну, здесь, Жир давайте, мы здесь. сегодня сжигается в топке белка янкадык. Да, все, я сейчас пока завершаю вот эту трансляцию, я возвращаюсь к вам. Хорошо, давайте мы обсудим то, что я сейчас сказала. Хаскигибары? Ага. Ой, как нет, господи. Это трансляция, анрахан Не gibi. транслировать экран. Ага. Мгм. Тугу саңаны хиттигит кыргыттар. Ким хатан микрофонун колбонорой? Юлия. Мгм. Что-то новое услышали вообще про белок, про качество, про что нам нужно, про качество белка. Ага, ну, белок. Мгм. А насчет аминокислот я много чего услышала. Ага. Мгм. 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 С. Мы не можем к этому относиться равнодушно, согласны, да? Да. Что мы в себя впихиваем каждый день? Вы задумайтесь. Вспомните, что вы съели сегодня. Давай, Юль, что на завтрак сегодня скушала? А на сегодня завтрак у меня был паштет печеночный, бутерброд и был кёрчах. Все? Угу. Дальше. Перекус Кёрчах, перед обедом был какой-нибудь? перекус яблочко. Окей. Обед, который И вода. Обед гречка с этой филе куриное. Все? Куриная грудка, да? Угу. А сколько там граммов было куриной грудки примерно? Ой. Немножко. Где-то около 100, может быть. Около 100. Угу. Ну да. На глаз. Ага. Это Так, столовская еда. я Ага. считаю, сколько белка ты съела. Давай мы посмотрим. 100 граммов куриной грудки, сколько белка? Сколько Смотрите. белка в курице? Ну, куриная грудка. Ага. 27 граммов белка примерно, 25. Вот Ага. считаем. А вес какой, Юль? Вес большой. Ну, давай, мы тут все девочки, ничего страшного. Ага. 95, наверное. Вот, давай посчитаем. Значит, тебе нужно 95 граммов белка. А ты сегодня съела пока с утра только порядка 30 Ага. А вечером еще будет? на ночь. Вечером что-то будет? Мгм. Вечером что-то будет. Что-то Ага. будет. Я сама не знаю. Ну, Пока творог еще не знаю. точно будет. Ну, примерно что будет ориентировочно? Творог. Творог точно будет. Творог, да? Давай. И вот Ага. так мы будем каждый день сидеть высчитывать. Как вы считаете? Google. Так, сколько белка в твороге? Сейчас посмотрим.
Надо мне эту таблицу распечатать тоже в твороге. В 100 граммах творога примерно меньше 9 граммов. О. О, а вы Вот думали, получается недостаток белка. Белка, да. однозначно, недостаток белка колоссально идет. И это у нас у всех. Мы, по большому счету, питаемся так, чтобы желудок чем-то наполнить, и мы съедаем побольше там всяких пустых, быстрых углеводов поели. Оля, А? Оля, получается тогда это ожирение, это, короче, гояхым бар бізге. От недостатка белка. Ну, в том числе тоже. В том числе тоже. Потому что, ну, в основном лишний вес у нас происходит из-за того, что идет неравномерная, нет баланса потребления калорий и сжигания калорий. Все. Если мы съели сегодня пироженку после обеда, ну, еще десертом, если мы закусили, мы должны вокруг дома своего пробежаться раз 10. Все. Вот это называется сжечь калории, понимаете? А у нас А происходит накопление. У нас, знаете, что происходит? Вот бензобак же он полный, да? И мы не можем залить туда больше топлива, чем можем. Оно сгорает, и мы залили. То же самое у нас. Но мы впихиваем в себя столько, что потом уже это все никуда не может деваться. Все, ребята, здесь все просто банально. И мы все прекрасно знаем. И у меня тоже есть грешок, я тоже люблю поесть. Если я, например, не следила бы за... Но я еще благо того, что я слежу за питанием, я выше 70 килограммов, при моем росте 158, не выхожу. Потому что я начинаю следить. Я тоже люблю поесть пироженки. Я тоже люблю это все, но надо следить все равно. Тем более предрасположенность, когда есть к этому. Ну, это не предрасположенность, знаете что? И, Ладно, давайте. Оля, А? и после 40 же обмен веществ, процесс замедляется из-за Конечно, этого. потому что вы же видели сами, обновление клеток замедляется. Даже по клеткам кожи, если взять, если в молодости у нас клетки кожи ну, в молодости, да, обновляются в течение месяца, то после 40 лет обновляется в течение 2 месяцев клетка кожи. У нас же как бы там 3 слоя кожи идет. То после 60 уже в течение 3 месяцев. И то же самое у нас происходит, конечно, с обменом. Это все от того, что мы едим и не сжигаем калорий, мы не двигаемся. Согласны, да, со мной? Спортсмены едят много, колоссально много, но они все это сбрасывают калории. Угу. Вот, ну давайте про белок немножечко. Я просто знаю способ, как вот этот недостаток белка восполнить, не считая никакие белки, да, с помощью перекуса. Девочки, я просто рассказываю то, что делаю я. Вот этот вот коктейль, да, это адаптирование питания для взрослых. Оно, я сейчас буду говорить не просто так, нахваливать что-то, я буду говорить факты. Есть мнение, есть факты, я буду говорить факты. Смотрите, здесь, в этой адаптированной смеси, всего лишь 6 ингредиентов. Видите, да, картинку? Костер, да? Так, давайте-ка, мне кажется, надо протереть мне камеру немножко. Ага, камера только надо было. Чулпаем. О! Барагата пока. Ты тоже протри. Кажется, у тебя тоже не очень. Да, но я сейчас не с айфона, просто, может быть, камера не очень. Ага. Смотрите сюда. Здесь вот 6, в этой смеси, сухая смесь для коктейля один. Natural Balance называется. Natural, натуральный, да? Здесь 3 белок, 20 аминокислоты. Здесь 20 аминокислот, девочки, 20. Они откуда взялись? Из этих 3 составляющих. Да? Куриное яйцо, протеин гороха и сывороточный протеин молока. Потом, ну, дальше тут вот и 3 источника клетчатки. Это яблочный пектин,
клетчатка свеклы и источник витаминов семена шиповника. Шиповник – это шведский продукт, шведы сделали. Сначала скажу, откуда он появился вдруг, этот продукт. В общем, Швеция страна, я там была. Кстати, Швеция уникальная страна, одна из экологически чистых стран в Европе. У них там чистейшая, даже в мире, наверное, у них там чистейшая вода из-под кранов льется, да, что можно детям даже кашки из-под крана заварить, пить воду спокойно. Я там была дважды, знаю, о чем говорю. У них идет мощнейшая забота о здоровье нации. Я там не видела упитанных людей, в принципе, вот серьезно. Они все очень высокие, стройные все, ездят на велосипеде. В общем, забота у них конкретно идет. Я была на заводе даже одном, да, где парфюмерию делают на заводе Oriflame, где делают парфюмерию, и там даже внутри завода этого запаха даже нету парфюма. А у них настолько все вот эта фильтрация идет, в общем, забота конкретно. И еще там, знаете что, у них там запрещены практически все консерванты с буквой Е. Да, у нас их везде Е. Они там, но есть там меньше 10 каких-то разрешенных именно по законам Швеции, но ученые там все равно ковыряются, чтобы запретить и это. Практически там 100% натуральный эффект. Дальше. Для того, чтобы создать вот этот порошок, тщательно выбираются поставщики ингредиентов. Я не зря сейчас говорю про качество, да? То есть производитель договаривается с какими-то, например, то же самое куриное яйцо, не просто так они где-то скупили на птицефабрике оптом, да, чтобы эти коктейли создать, а заключаются многолетние контракты с компаниями, фермами, кур, которых кормят льняным семенем. То есть у них добавка льняного семени, чтобы яйцо было обогащено омега-3, омега-6. Понятно, да? Настолько все серьезно. Почему протеин гороха туда добавлен? Не соевый протеин. В этом коктейле нет соевого протеина. Потому что горох, опять у меня жарко началось, сейчас опять скажу, что я говорю неправду, да? В тот раз мне кто-то сказал, что я все время вот так, у меня усы потеют. Опять жарко мне стало, девочки. Ага. Дома стало жарко. Смотрите, протеин, горох – это из растительных самый высокобелковый у него протеин, из растительных. Понятно, да? Конечно, в горохе нет 20 аминокислот, поскольку это растительное. И горох выращивают там в специальном месте, на границе Бельгии с Францией. В общем, там все очень серьезно, девочки. И дальше третья составляющая протеина – это сывороточный протеин молока. То есть берется коровье молоко. А коровье молоко, оно для кого предназначено? Паша, помоги. Для людей или для кого? Для теленка. Для теленка. Да. Поэтому чистое коровье молоко мы не можем давать своим новорожденным детям, да, если молока вдруг нет. Оно тяжелое, оно для телят. Потому что там есть, в составе этого есть белок под названием казеин. Да, и вот, знаете, ученые как бы и вообще отделяют, оставляют только сывороточный протеин из коровьего молока, который 100% может усваиваться человеческим организмом, 100%. И вот этот самый белок, который вот этот у нас из 3 вот этих ингредиентов, вот загибайте 3 пальца, чтобы запомнили. Молоко, горох и яйцо. Да, вот эти 3 белка в совокупности, они дают все 20 нам аминокислот. У меня здесь, сейчас у меня мама кушает, и я. Вот так вот. 2 столовые ложки вот этого на стакан, не на стакан, на 150 миллилитров воды, просто воды, и вы получите 18 граммов чистейшего белка.
18. По-моему, 18, да, Паша? Да. Чистейшего белка это как добавочно. Это как перекус. То есть там не добрали, тут не добрали. 18 граммов положили. Можно 2 порции в день кушать, если вес, например, лишний есть, да? Вот. Там около 20 граммов получается. Здорово же. И причем здесь еще добавочные вот эти пищеварительные, полезные для пищеварения. Дальше. Я почему-то сейчас начала рассказывать с обратной стороны, да, состава. А теперь скажу, кто сделал этот коктейль. Значит, разработчик этого коктейля, да, он идет от компании Oriflame, но это не Oriflame разработал этот коктейль. За 10 лет до того, как начали через Oriflame продавать, этот коктейль начал разрабатывать профессор Стиг Стен. Шведский профессор, можете погуглить. Стиг Стен его зовут. Он профессор медицины, Лунский университет есть такой в Швеции, да, и он врач-кардиолог, и не просто кардиолог, да, а кардиоторакальный хирург, трансплантолог. Кардиоторакальный, то есть он просто-напросто у людей вытаскивает сердце или легкое и новое ставит, да, донорское сердце, донорское легкое. И согласитесь, это сложнейшие операции, нам не понять. Я вообще не представляю, как это вообще в принципе возможно, но ученые научились это делать. А что самое главное для больных людей вообще в принципе, да? Особенно для тех, кому пересадили органы, чтобы они прижились там. Это, конечно же, чтобы полноценное питание, чтобы клетки там прижились, чтобы чужой орган прижился, чтобы он стал родным. Для этого нужно полноценнейшее питание с полноценнейшим белком. Почти 10 лет формулу испытывали, да, вот эту формулу. Формула простая. Яйцо, горох, молоко, яблоко, свекла, шиповник. 6 всего ингредиентов. Это удивительно. Ну, там еще есть, добавили вместо сахара совершенно мизерное количество сукралозы. Это разрешено в Евросоюзе подсластитель. Там 0,07 какого-то процента вообще, да, 0,007, да, вообще чуть-чуть. И для вкуса добавлена ваниль. То есть всего лишь 3 вкуса есть. Это ваниль натуральная, клубника натуральная и шоколадный коктейль, где какао натуральное. То есть нету больше других вкусов, потому что это единственные вкусовые добавки, которые натуральные. Понимаете, да? Вот, так, возвращаясь к профессору Стигустену, вот этим больным пациентам для подготовки к операции и реабилитации после операции через зонд прямо в желудок вливали его. Полностью питали так. Несколько раз в день, там, по-моему, 5, 6 или 7 раз в день вливали этот коктейль. Именно поэтому в этом коктейле дополнительно не добавлены витамины, потому что если человеку мы будем пить 5-6 раз в день его, мы не умрем, конечно, у нас будет гипервитаминоз, если в этом коктейле будет дополнительно еще витаминов напихано. Только за счет вот семян шиповника витаминизация идет. Удивительно, да? Настолько все натурально. Я когда говорю, у меня аж мурашки идут, когда про этот продукт. Вот, поэтому это очень удивительный коктейль. Если у вас в семьях есть пожилые люди, тем более, вот 2 столовые ложки каждый день в любую жидкость добавляйте кирдинере истеригер, потому что у пожилых людей происходит колоссальное белковое голодание. Это не мои слова. Григорян, та же самая Ольга Николаевна, моя тезка, я тоже Ольга Николаевна, Григорьян, тоже погуглите, в Ютубе есть ее лекции очень хорошие, да. Вот она сказала, добавляйте пожилым людям по 2 столовые ложки в день, что если хотите, чтобы ваши родственники, родители, там, бабушки, дедушки продлили себе жизнь. Почему так происходит? Потому что у пожилых людей мы все будем пожилыми, да, и у нас, естественно, запчасти у нас изнашиваются, наши запчасти, да, органы.
в тонком кишечнике происходит процесс всасывания, и там есть такие ворсинки, через которые происходит всасывание питательных веществ. И вот со временем они у нас просто-напросто исчезают, сглаживаются эти ворсинки. И все, у нас еда проходит и не переваривается. Именно поэтому, когда мы стареть начинаем, то мы начинаем сохнуть, уменьшаться, да? Согласны, да? Нургуна? Мгм. Да, да. Да, это все из-за белкового голодания. Она, знаете, и она так и сказала, пожилые люди умирают от голода. Не от болезней даже, а практически от голода. Не сразу, конечно, но с годами. У меня есть 2 конкретных случая, когда я порекомендовала пожилым, ну, их детям, да, что попробуйте вашим мамам дать вот этот коктейль, и что одна, что вторая уже практически прощались с ними, родственниками приходили. В почтенном возрасте одной было под 90, другой за 90, 90 ровно, и они дальше, буквально через 2 недели, они уже топали ножками своими. Вы понимаете, о чем я говорю? Это вот такой уникальный продукт, который 100% всасывается. Вот так, поэтому я рекомендую, добавляйте его каждый день в свой рацион. Ну, если интересно будет, да, мы об этом еще подробнее расскажем. Ну вот это я так себе добываю белок дополнительный. Я не знаю, как А вы, где я вот это так. достать? А где это продают? Вон Прасковья знает, где продают, она вам в личку напишет, да, Паша? Ага, Ага. ага. Примерно про порция как ты. Про Мгм. Гербалайф что скажете? Хороший вопрос. Так, давайте так, да? Кстати, вот сначала скажу про спортивное питание. Мы тоже говорим, ой, раз тут такое спортивное питание, мы даже, я когда в Швеции была, мы даже задавали вопрос вот этому профессору Стикстену. Говорю, ну тогда спортпит, спортивное питание. Его производят на элитном заводе спортивного питания в Германии, вот этот коктейль, да. И мы тогда спросили, ой, тогда это как спортпит, что ли? А чем тогда отличается от спортивного питания? Сразу, чтобы вот эти развеять вопросы, возникающие в будущем. Он сказал, мой коктейль спасает жизни людей. Все. Просто на тех линиях он производится, на специальных, чтобы правильно расфасовать его, да? А теперь вопрос про Гербалайф. Я ничего против компании, конечно, не могу говорить, потому что я никогда не пробовала это есть вообще в принципе. Я пробовала на вкус, честно скажу, на вкус он, может, я привыкла к этому, потому что у нас, как бы, знаете, вот этот коктейль, он чувствуется его натурально, даже вот эти крошки вот этого Шиповника. а? Семена шиповника. Ну, что-то, да, такое вот натуральность чувствуется. Гербалайф, мне он показался каким-то вот желеобразным, что мне не понравилось в этом, да, может, это просто привычка такая. Что я еще могу сказать? Знаю, разница в чем? Снижение веса в Гербалайф, это я сама читала, я изучала немножко, да, снижение веса идет за счет употребления большого количества белка. Да, я сейчас только сказала, да, здесь, что жир сгорает в топке белка. Все верно. Здесь разница. Снижение веса идет за счет снижения уровня сахара в крови. Потому что здесь это медицинский продукт. Он изначально не для продажи был создан, еще раз, да? Он был создан для восстановления, не для лечения, для восстановления людей. И теперь смотрите, за счет снижения уровня сахара в крови. И мы тогда спросили, а можно тогда людям, у которых сахарный диабет? Григорян сказала, не можно, а нужно. Я была удивлена, честно. Она сказала, нужно, потому что он снижает уровень сахара в крови. Постепенно уменьшается потребность в перекусах. В Гербалайф я смотрела состав очень внимательно. Очень внимательно. Там очень тяжелый состав, такой очень большой там состав всего напихано в Гербалайф.
И мне почему-то было интересно, почему туда добавили крошки печенья. Там есть уже коктейль с ванильным вкусом. Почему там крошки печенья должны быть? Соответственно, там сахар, что ли, добавлен. Я ничего против не имею. Я смотрю на состав по факту. Да? Мне же интересно, а Мгм. вдруг там действительно... Если Гербалайф лучше был бы состав, я бы, наверное, его брала. Но здесь поймите одно. В адаптированных смесях, чем меньше состав, тем он лучше усваивается человеком. Чем меньше состав, тем он лучше усваивается. А вот в этом разница. То есть меня насторожило, что там, кажется, присутствует сахар в виде там крошек печенья, да. Меня не то чтобы насторожило, немножко я так подумала, у них так основной белок состоит соя, в коктейле Гербалайф там соя, а здесь основной белок, вы поняли, да, вот эти 3 составляющие белка. Сколько там Мгм. аминокислот, ну, наверное, тоже 20 аминокислот, наверное, выделили, не знаю, да, я не помню, честно, полный состав. Вы, Нюргана, кушаете Гербалайф, да? Не, это я никогда не пробовала, просто понаслышке спрашиваю. Все, ага. Мгм. Вот, он на там, а, ну там надо конкретно это внимательно, с чем, прежде чем, хорошо, что вы спрашиваете заранее. Мгм. Ну, я понятно объяснила, да? Мгм. Потом по поводу страны происхождения, там страна происхождения Америка, это США, Гербалайф. Ничего против не имею, потому что они тоже в ассоциации прямых продаж. Это компания, которая работает законно и на территории России, и в мире уже более 40 лет. Oriflame работает 56 лет на рынке. Мгм. Поэтому, ну вот как-то так. Ответила, да, на вопрос. Тут уже мы сами должны решать, думать, смотря на состав. Оннуке. Мгм. Бэйэхит Понятно, да? таһараҕаттыллаа Ага. Главное, Что? главное, главное то, что билетергалы грамотно сыһаннаһан бэбит ити биологу булан иһэрбит наада тагарти грамотно хайдах буларбытын орго шөбәти быһарда дии. Орго булан ити билемин эмиэ маннык постоянно итабын костачылар гынахпына холобра. Он этер Гуглга кир отзывы көр дир, ах дир, ага. Бастан үөрет дир, онтон бидде туохара дир дечи. Ол инник мен эме жаңа Брика түбәмә бирәр гынахпына этебин. Хаганда кирен отзывын көрүн. Производство кто ГМО-лах то хохто без ГМО ден сертификациялах то GMP ден итне бехет. Итилери билехтәгә бит грамотный болар бу надатыгар. Оны була биге хорогор хайыбыты жон рекомендациялаты шөй детлер хүрән халым. Эти кені шөй дебдеген. А так булана бастан туран биһи бэбит здоровье битернадылах була. Ол хин бастан туран грамотно сыһыннаахтаахты. Эбэһэт международный стандарттах туйден. Эти международный стандарттен именно Кстати, Паша, подожди, я самое главное не сказала. Прежде чем коктейль запускают в ту или иную страну, вот Oriflame, например, что делают? Это шведы. Они настолько били конкретно щепетильно, аккуратность, да. Они вот этот вот продукт сдали в Институт питания Российской академии наук на изучение и на тестирование. И, как бы сказать, клинические испытания очень серьезные в Барбекбуке. И вот это Григорян, и сейчас, когда мы даже ездили в Москву в сентябре месяце, она снова отзывалась об этом коктейле. Прямо, что мы были удивлены, когда получили его, смотрели состав, они его использовали даже для снижения веса, прямо вот эти делали группы, как сказать, вот эти клинические группы, да, которые снижали вес с этим коктейлем, с другим. Хотя в Oriflame испытательная специальный группа коктейль для делает. контроля веса. Да, там есть в Oriflame еще другой коктейль для контроля веса. Ну, у меня там остался в баночке. Подождите секундочку, я покажу все-таки. Подождите. Мгм. Когда-то он вопрос есть какая-то дуэха. Вопрос так лахна билим нәре. Он хатарыт миктёхпит. Билемебит келле. Да, я думала на полчаса, но все равно целый час уже болтаю. Но Смотрите, көрүңөр, бу боллагана, вот чтобы вы понимали, да, видите, веган день. мгм, Вот это веган день. мгм.
Вот эта сертификация веганов, это на самом деле очень серьезная сертификация, потому что веганы, они очень жесткие. Они за качеством следят, там у них своя организация очень серьезная. И если стоит сертификация вегана, то будьте спокойны по качеству этого продукта, да. И еще одно, это говорит о том, что здесь нет животного белка, ни грамма. Понятно, да? И качество высочайшее, один веган, они дают высочайшее качество. И вот смотрите, в чем отличается. То есть здесь только растительный протеин из бобовых, вот здесь, в этом коктейле, для контроля веса. Если вот этот коктейль, он для перекуса у нас идет, недостаток белка мы покрываем, в принципе, любое время дня, можно во время, вместо завтрака. Самое главное, его нельзя кушать, не рекомендуется прямо во время еды или там за полчаса до еды. Прямо около еды не надо его кушать, потому что можно набрать вес. Услышали меня, да? Это перекус. А вот этот коктейль, вот это для контроля веса, это замена одного приема пищи. То есть или вместо завтрака, или вместо обеда, или вместо ужина. Но я рекомендую вместо ужина, чтобы вечером полегче поесть. Да, действительно, результаты хорошие. Вот здесь уже витамины, полный состав, минимальная суточная норма витаминов здесь добавлена. Угу. Это уже не является изначально медицинским продуктом, но он тоже по качеству очень хороший, я хочу сказать, и очень вкусный. Вот. Понятно, да? То есть здесь разные. А вот этот коктейль, это вообще, это жизнь. Вот этот коктейль, это жизнь, сразу говорю. Здесь белок прямо мощный. Вот здесь. Угу. И вот их два. Видите, ванильные я люблю вкусы. Чайтинник, ага, эти клинические испытания, день только эльбех. Понятно, да, теперь? Вот как мы себе выбираем. Я вообще в свое время удивилась, когда в Oriflame пришла, что тут есть питание. Как? Я думала только помада и тушь. Я была удивлена. كمان ببروستاختو كرجتا Ага. أي تلاقطة И ты сөп, может, еще какой-нибудь أتون каверзный вопрос зададите? تهلاق إنترماتي تبتي هنا تجد بيغدير تهنا كتير Ага, информация очень, ну, хорошая информация, да. Вроде знала я, но и не достаточно, оказывается. Хидери бильбете пинду. Ага, ну, даже من Oriflame أولنا diye min hanga hittim kalabra. А? Oriflame diye hanga hittim dibin. Indik Да protein toktagana. Вот. о كردين جنة في البتة Ага. Почти никто не знает, что в Oriflame есть очень высококачественная еда. Лучшая в мире в своем сегменте, я вам точно говорю, потому что патенты, потому что мощная научная база. Я была, еще раз повторю, я была в Швеции дважды. Была на заводах, была в институте питания, в институте إتي исследования кожи. كتير Ольга Григорян манна хака херек келе хитибта. Онна Да. бу олен ниген келен ол ученые кытта көсөргө келаган до дебитин мантан чурактан дибитим. Она төрдөнчө кихиварти битти оля. Мгм, Ити мгм. хасыллага бите болу. Онна кирен баран шоктабыта дебеше натурально кыгырбыта де. Он сетте. Как это вы относитесь к своему здоровью дебите хэп? Онна бите иһиги сахаларгы пытта, саңы тагаяк пытта. Кайтах здоровьяга терманнык сыһыннаһаға тыйден чуть ли бие олорны онна куһан боласыппыт бары. Аха, онтон чахайыга кепчайдаға де. А? Там видерге мне бардитиник. Да, питание Ага. есть практически Да. везде, потому что Прямой это нормальный продажаға білен үксүлергер бар. Мгм. Но Ити где Oriflame качество? косметика атылыр жаннар иннеге мия тарқаталар, что ли? Атын Тыргатыктарын сөп, блин, тем хэп ниргуянага. Просто-напросто у нас очень много есть продавцы, и в наших командах тоже есть, которые только продают косметику. И мало их, сиюминутная прибыль лагатылар, и все. А так вот, бигекурдук оларан про это рассказывать, это же нужно этому учиться, но люди некоторые те, кто продают, они продают. Хотя могут рассказать об этом. Некоторые знают, сами кушают, но почему-то не рассказывают. Я не могу сказать, почему не рассказывают, не популяризируют. Есть знакомые, да, кто в Oriflame? Ну, продают тут в деревне, ага.
Ага. Косметика Я только. знаю. Косметику только, да. Билбеттер, биля дагатаваттар. У нас же тысячи людей. Биля дагатаваттар некоторые. Нюргунан Бу маннык тантах боло- жардин. Ага. Таттабын. Ага, тата. Ага. Мгм. Это кölь, да? Маннык Или кепси деревня бие какая? агыях башы хоқта ди қохат. Бие кудду кепси жанр. Мгм. Били эти олетерин кудду просто продают и все. И просто продают и употребляют. Он били и хеллер, он били чугасыра жанргар кепсилер. Били холабыра бәлері тухамы похта. Бәлергер, хеллергер там подругаларыгар, жидергер, балтларыгар. Олар келелер эме маннык үчө бай бары хүдди бихим михяктын багара тен келелер. А так они тоже не бу бихи кудду кепсеветтер, ол хим бу бихи нар жонга маннык кепсевемет терде хатыбыт. Мгм. Такая тенге. Оля, Ага. я хотела вот такой вопрос. Когда-то Якубович раздавал же Oriflame корзинами косметику. Хороший, ой, Нюргуяна, классный вопрос ты Это задала. Юля. Я поняла. Это Юлия. А, И Юлия. Это Юлия. Ага. Oriflame я Мгм. по-моему знаю. И тогда было качество намного лучше. А потом я когда-то тоже покупала, и как будто крем не впитывается. Почему? Ну, я не знаю, смотрите, я вам скажу эту историю про Якубовича. Короче говоря, когда у нас СССР развалился, когда окно в Европу, у нас пошла первые программы, этот, как его, Якубович, Кимитай? Ну да. Леонид Якубович. Нет, Поле чудес. Поле поле чудес. чудес, господи. А, Это шведы. Это шведы. Они сразу в страну не заходят в виде сетевого маркетинга. Они в течение 6 лет изучали рынок, они приучали людей к бренду, к узнаваемости. Понятно, да? То есть, получается, в начале 90-х годов Oriflame официально в России открыли в 96-м году, но задолго до этого на первом поле, на первых поле, господи, опять на поле чудес, Oriflame договаривается с Первым каналом, с Якубовичем, чтобы свою продукцию прокачать на миллионную аудиторию. И мы тогда все узнали, что есть Oriflame. Это называется, чтобы забрендировать. Понятно, да? Маркетинговый ход. Чтобы люди знали, что такое Oriflame. Настолько мудрые люди. Согласитесь, шведы, да? Потом они вот по-разному вот так прокачивали, где-то там что-то, и корзины давали продуктов. Угу. Да ведь? Ага. Сейчас я не знаю по качеству продуктов того времени. Я Oriflame начала пользоваться только в 2010 году. Совсем, ну, как бы сказать, скептически относилась тоже к этому, да. Когда-то я давно пробовала шампунь в 2005, мне не понравилось. Он не пенился, и мне, я уже всем, ну, я пробовала Oriflame, такая туфта, и вообще это ерунда, это дешевка, я так говорила, нарин не диретим, гениретим, короче говоря. А потом, когда начала пользоваться сама, и первая тушь, которую я взяла в 2010 году там за 100, меньше, чем 200 рублей, и она очень сильно мне понравилась, вот так вот подняла мои ресницы, которых у меня мало, да, но она подняла, и она подняла ресницы точно так же, как тушь, которую я брала за 1000 рублей. И я была в диком шоке. Я платила такие деньги за косметику, я брала дорогие бренды. Ну, на тот момент, вот в нулевых годах, Ланком, тушь за 1000 рублей. Она говорит, тогда. Потому что я думала, что дорого это классно. А потом мне сказали, что ты прямо с завода берешь, без всяких накруток, поэтому такая цена. И я тогда, серьезно? Хотя я экономист по образованию, но впервые слышала, что можно так покупать. Прямо с завода, без посредников, оказывается, можно брать. И я начала потихоньку пользоваться, и я потихоньку оценила продукт, что, оказывается, по доступной цене я получаю отличный премиальный продукт. Сейчас качество Oriflame стало выше, чем 10 лет назад, в разы еще выше. И тогда нормально было, сейчас стало еще выше. Сейчас есть бренд уходовый Novage Plus. Я в тот раз про него рассказывала, по-моему, да? Угу. Это премиальный продукт. На мне сейчас 5 слоев этого ухода, например. Ну, как 5 слоев? Умылась, сыворотка одна, сыворотка вторая, вокруг глаз дневной крем,
А потом уже косметика пошла, база под макияж и тональная основа. Ну да, 7 получается у меня продуктов. Вот. Я пользуюсь Novage премиальными продуктами уже 6 лет. Он на... Ага. Мгм. Мне нравится, очень впитывается замечательно сейчас. Не знаю, как раньше, но сейчас впитывается просто замечательно. Впитывается, Мгм. и морщин сильно больше не становится, мне через 2 недели 50. Мгм. Оланы кытта божу үһүс көрсүһүүт. Үһүс Ага. көрсүһүүтүн деридү. Кыяндаганы маны стихтарынаада жанна билихтарынаада емни. Онтон Я ким поняла. бейте. Мгм. Ага, Вопрос ким автора бейте. было, Паша, объясни Манарын уже. тухуммата уже бейтин туга баппуруха болар. Ага, өссө вопрос бар да кыгыттар. Ири түмүктүүбүт то. Bir час alırdı. Ага, айралады да. Оны маны Ответила, да, записи. Нурбиана? Благодарю, Юлия. мақтанған. Ага, Большое, ага. благодарю. Ага. Все, кошелек Запись Да. плана